Вот у вас от школы остаток, оклад, старый оклад мы видели. Вот этот курган. Я всегда, мое детство, я когда учился в этой 7-летней школе, жил в интернате, каждую весну я готовился к экзаменам под этим деревом, вот на этом кургане. Всегда памяти, светлая память остался, это сохранилось. Вот стоим, обзор очень хороший, проезжает вот дорога вон, Майя Кингулю, так, вот сколько пупушка кукует, сколько цветов тут. Ну и типичный экономически-социальная жизнь, значит, наслега. Это молочный скот, молочное стадо и якутский сементарские породы и типичный якутская лошадь. Вот. Стоим мы здесь, и можно здесь обрисовать очень многое. Значит, дает обзор, дает такую характеристику нашей бывшей послевоенной жизни, вот, одного межросинского наслега, вот, глядя только на один алаз. И этот алаз был центром наслега межросинского. Философия якутского алаза. Вот посмотрите, Николай Никитич, Алексей Григорьевич, сколько алазов мы подъезжаем, да? Сперва подъезжаем, старый балаган мы вчера видели, Сергей видели, так? Типичные заброшенные постройки, так? И обязательно кладбище. Кладбище, значит, на северной стороне алаза. Вот, видно, да? Вот кладбище, да? Это говорит, я считаю, это говорит об истории этого алаза. То есть, если подойти так, поближе, подумать, посаха, то кто-то жил, когда-то жил в этом алазе, владелец этого алаза, Ивановы, Сидоровы, их уже нет живых сейчас, их память, вот этих, которые мы видели, и вот кладбище, которые в каждом алазе. Это история. Так, озерцо, так, кочки, бадараны, так, значит, деревья вокруг, значит, ага, ну, разная поверхность, да? Это и есть география якутского алаза, типичного алаза. Вот сегодня рано, еще сено не косили. Вот, оказывается, тут косит сено, вот, посмотрите, вот, изгородь стоит большая, ну, где-то на 10 тонн, не меньше сена. То есть, если мы подъехали, где-то, значит, августе месяц, там обязательно стоял бы сток сена. Вот лошади, их, значит, экономика, и корм, вот стоит в этой изгороди. Это животноводство, это и есть экономика алаза. Посмотрите, какой простор, сколько цветов, сколько зелени, ботанический состав, если мы пройдем сейчас, не менее 50 видов, наверное, найдем, да? Вот. Различных значит, растений. Тут и бобовые есть, так, крестоцветные, тут и компоситая, сложноцветные. Все, значит, вот в этом алазе, якутском алазе произрастают. Это его. Потом возьмем, значит, злаковые травы, сколько видов, да? Это все есть, значит, ботаника. Ботаника якутского алаза. Так. Ну, все это в основном составляет, суммарно, если понять, философию каждого алаза народа саха наших предков.